И в комнате потемки, пока в ней еще не горит свеча. И за столом великий князь Потемкин сидит о чем-то в гневе весь ворча. Проклятый шейх Мансур все мысли спутал, как в горле кость засел в душе моей. Зловещей тенью он меня окутал и изумляет дерзостью своей. Страх клич Мансура вселял. Мансура вселял. Умеет этот шейх Мансур нежданно появляться там, где их не ждут, и в тактике искусен, как ни странно. Но в Петербурге же это не поймут, как князю этот шейх Мансур мешает. Он дни и ночи в думах про него, и много золота князь обещает, коль сможет кто принесть главу его. Страх клич Мансура вселял. Мансура вселял. И в гневе князь Потемкин собирает из прославных на Русь полков, вооружив их, щедро в путь сбирает, наставив прежде бравых молодцов. Наказ вам, братцы, мстящею рукою аул Мансура сжечь, сравнять с землей. Пусть над Сунжей горною рекою дым пожаришь стелится его. Страх лишь Мансура вселял. Мансура вселял. И был аул Алды сожжен нещадно, всех женщин и детей и стариков рубили до едино беспощадно, так гласят предания веков. И превратив аул в огни пожаришь, к соседним селам двинулись войска. Но тут им прямо в тыл Мансур ударил, и слышалось Аллах издалека. Страх клич Мансура вселял. Мансура вселял. Столь яростной была его атака, что враг где небо, где земля не знал. И так их бил, пока солдат ватагой он прямо в реку Сунжу не загнал. И здесь, жалея пуль для отщепенцев, забили горцы камнями их рать. И сколь еще не весть в краю чеченцев, бесславно русы будут умирать. Страх клич Мансура вселял.
клич Мансура вселял.